многовекторная интеграция – выбор Казахстана. Ее тенденции, коллизии, перспективы в программе «Рынок без границ». Здравствуйте, с вами Павел Коктышев. Вы смотрите программу «Рынок без границ». Когда на экономической карте мира инвесторы условно обозначают точки своих интересов, они учитывают все аргументы. При этом каждая страна предлагает свои козыри, которые выгодно подчеркивают преимущества ее инвестиционной политики. Инвестклимат Казахстана через призму 2017-го в обзоре нашего корреспондента. Любая система, которая состоит из множества звеньев, связанных между собой, нуждается в движении и в развитии. Иначе она утратит свою работоспособность и не сможет быть конкурентной. Это касается любой сферы жизни общества, в том числе и экономики. Такую возможность экономика обретает благодаря инвестициям. Для стран, которые переживают переходный этап, эту роль играет не только внутренний, но и внешний капитал. Однако этот ресурс, как и любой другой, находится в конкурентной среде. That greater competition for investment had already begun. Now it's going to accelerate. Конкуренция за привлечение капитала будет усиливаться, и этот период будет достаточно длительным. Чтобы это увидеть и понять, многим странам потребуется время. Казахстан – исключение. Президент Назарбаев говорил и предупреждал об этой новой реальности. Крупные зарубежные инвесторы в лице международных финансовых институтов оценили стремление Казахстана заглянуть за горизонт новой реальности. По их мнению, это говорит о настрое республики как можно быстрее адаптироваться к меняющимся условиям и выйти на устойчивый рост экономики. Например, Евразийский банк реконструкции и развития даже в кризисный для мировой экономики период продолжал наращивать объем своих инвестиций в Казахстан. В 2016 году этот финансовый институт вложил в экономику страны рекордную сумму – 900 миллионов евро. Kazakhstan has already understood that the growth of the future is green growth. Казахстан уже понял, что рост будущего – это зеленый рост. Рост, базируемый на ископаемом топливе, тупик. Он никуда не приведет. Чтобы заложить фундамент для экономики, которая будет продолжать расти для будущих поколений, необходимо создавать основы для зеленой экономики. Какие сферы казахстанской экономики следует считать конкурентоспособными, а значит и привлекательными с точки зрения вложения инвестиций? По-прежнему в топ-листе зарезервировано место для отраслей, связанных с минеральными ресурсами. Но при этом учитываются особенности перехода от рынка высокого спроса к рынку высокого предложения. По образному выражению руководителей одной из компаний, можно сказать, что мы прекратили гонку за баррелями, мы стали гоняться за эффективностью. Это более селективный подход к принятию решения об инвестициях. При таком подходе обе стороны, инвесторы и государства, выдвигают друг другу определенные требования. Зарубежные компании ждут от Казахстана оптимизации условий ведения бизнеса в сфере недропользования, а государство, в свою очередь, рассчитывает на использование новейших технологий в проектах по разведке, добыче и переработке сырья, строительству отраслевой инфраструктуры. Кстати, Казахстан уже начал стимулировать это направление. В прошлом году в числе 10 лучших зарубежных инвесторов была названа компания «Тенарис», которая производит стальные бесшовные трубы для нефтегазовой отрасли. Казахстан в нефтегазовом секторе играет важную роль. У страны большие проекты, хорошие перспективы развития этой отрасли и крупные операторы. Возможно, наши инвестиции не такие большие, но вместе с ними мы принесли лучшую в мире технологию. Она сегодня самая передовая. К базовым секторам, которые сегодня нуждаются в инвестициях и трансфере технологий, относятся также металлургия, машиностроение, производство строительных материалов и продуктов питания. Они в свое время вошли в список приоритетов казахстанской экономики и не утратили этой актуальности, поскольку соответствуют формату обрабатывающей промышленности. Для того, чтобы у вас была дифференцированная экономика, сформировался надежный фундамент для роста, обрабатывающая промышленность – это правильный шаг. Потому что обрабатывающая промышленность приведет за собой сервисное обслуживание, развитие смежных сфер и привлечет дополнительные инвестиции. Как создается такой эффект, можно увидеть на примере кейсов машиностроительного сектора, который первым из несырьевых сегментов привлек инвестиции транснациональных компаний – General Electric, Alstom, Airbus, Hyundai, АвтоВАЗ. Благодаря их поддержке Казахстан освоил выпуск новой для себя продукции.
появились новые высокотехнологичные предприятия, новые продукты. Появилась, если говорить честно, абсолютно новая отрасль в Казахстане. Мы сегодня выпускаем и автомобили, и вагоны пассажирские, грузовые, локомотивы, электровозы. Особое место в списке инвестиционных приоритетов занимают проекты, основанные на цифровых технологиях. В рамках нового сценария казахстанской экономики этому направлению отводится стратегическая роль. Сферы, которые наиболее перспективны для привлечения инвестиций и новых технологий, обозначены. Ключевой вектор экономического роста выбран. Условия для инвесторов с каждым годом становятся более благоприятными. Одно из ожидаемых новшеств – реорганизация национального агентства «Казнекс-Инвест» в национальную компанию «Казахинвест». Совет директоров компании возглавит премьер-министр республики. Это свидетельствует о больших полномочиях новой структуры. Инвесторы получат возможность напрямую обращаться к профильным министерствам. Чем больше аргументов для инвестирования в Казахстан, тем меньше сомнений у зарубежных компаний и финансовых институтов по поводу привлечения своего капитала в экономику нашей страны. Отсюда следует вывод – путь к сердцу инвестора лежит через постоянное улучшение условий для его бизнеса. Именно такой подход сегодня делает погоду в инвестклимате. Мария Кузнецова, Бахаджан Бахриев, Алматы. Специально для программы «Рынок без границ». Цветные металлы – вторая после углеводородов экспортная статья казахстанской экономики. Поэтому металлургия на законном основании считается одним из индустриальных приоритетов республики. Понятно, что сегодня республика рассматривает развитие металлургии с точки зрения эффективности производства. Как можно на базе старого горно-обогатительного комбината внедрить новые принципы работы, выяснял Олег Болдырев. Казахстан входит в топ-10 крупнейших мировых производителей марганца. При этом 100% казахстанских марганцевых руд сосредоточено в одном регионе – в Карагандинской области. Сегодня на этой территории, богатой полезными ископаемыми, действует несколько крупных горно-обогатительных производств, в их числе Жайремский ГОК. Это предприятие было построено еще в середине 70-х годов 20 века. И в течение долгого времени завод несколько раз менял профиль своей работы. На первом этапе здесь добывали и перерабатывали барито-полиметаллические руды, на втором – железо-марганцевые. И третий этап начался в 2014 году, когда Жайремский ГОК вошел в структуру корпорации «Казцинк». И этот шаг был продиктован сырьевыми потребностями. Необходимо развивать полиметаллическую базу для ТО «Казцинк», потому что в Восточном Казахстане запасы иссякаются, и необходимо искать замену. Одной из такой явился АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат». В результате этого приобретения минерально-сырьевая база корпорации пополнилась сразу 3 месторождениями, каждое из которых имеет свой профиль – полиметаллический Жайрем, барито-свинцовый Ушкатын-3 и железо-марганцевый Жомарт. А производство Казцинка расширилось еще на 2 обогатительные фабрики. На одной из них сегодня выпускается марганцевый концентрат, который является основной статьей экспорта. Эта продукция востребована металлургическими заводами России и Китая. Другая особенность предприятия – его широкий профиль. Попутно производится щебень. Этот щебень класса плюс, класса 5.20 и 25.60. 5.20 в основном идет на строительство бетонных конструкций. Это Астана, другие регионы Казахстана. И класс 25-60 на строительство железных дорог. Например, этот щебень использовался при строительстве железной дороги Жезказган-Бейнеу, которая имеет стратегическое значение для транзитного потенциала республики. И в целом расширение отраслевых возможностей оказывает на развитие предприятия положительный эффект. В 2015 году за счет того, что мы переориентировали одну из марганцевых фабрик уже под полиметаллическое производство. Мы получаем свинцовый предконцентрат, который дальше поступает уже на другие комплексы Казцинка. Модернизация марганцевой фабрики – это только начало масштабной реконструкции Жайремского ГОКа. В течение 5 лет здесь планируется строительство нового горно-обогатительного завода, который будет специализироваться на выпуске свинцового предконцентрата. Эта продукция будет отправляться на Усть-Каменогорский металлургический комплекс, где из предконцентрата будут выпускать свинец высокой чистоты. Продукт ориентированный на экспортные рынки.
Реализация проекта позволит предприятию увеличить объем экспорта за счет внедрения инноваций и развития отечественного конкурентоспособного производства. Кроме того, благодаря расширению разведанных участков увеличится срок эксплуатации месторождения «Жайрем». Олег Болдырев, Бахаджан Бахриев. Специально для программы «Рынок без границ». Думая о будущем, мы уже мечтаем о переменах, которые изменят нашу жизнь к лучшему. И этот настрой посещает не только нас. Мотивируя страны к переменам, эксперты составляют рейтинги, какие государства считаются наиболее инновационно продвинутыми. Агентство Bloomberg опубликовало свой очередной индекс инноваций. Все подробности у Александра Галиева. Итак, для начала о критериях, по которым агентство Bloomberg ежегодно составляет индекс инноваций. Агентство включает в расчет такие параметры, как расходы на исследования и разработку в процентах от ВВП, создание в промышленности добавленной стоимости, производительность труда, число компаний сектора высоких технологий, развитость сферы услуг, количество исследователей и число патентов. В топ-10 стран с наиболее инновационной экономикой в этом году вошли Южная Корея. Она на первом месте. Следом идут Швеция, Германия, Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США. И замыкает группу лидеров Израиль. Главный сюрприз рейтинга от агентства Bloomberg – стремительное снижение индекса инноваций России. Она с 12 места опустилась на 26-е, потеряв сразу 14 позиций. По этому поводу Минэкономразвития Российской Федерации дало свой комментарий. Суть его заключается в следующем. Для оценки реального уровня инноваций в экономике целесообразно использовать показатели, которые более объективно характеризуют структурные изменения в отраслях экономики и темпы роста перспективных рынков. Кроме того, в этот индекс вошли данные за 2015 год. А как известно, этот год для российской экономики был самым турбулентным за последние несколько лет. Помимо России, из постсоветских стран в 50 инновационных экономик вошли Литва – 32 место, Эстония – 33, Латвия – 39, Украина – 42 и Казахстан – 48 место. Кстати, Казахстан улучшил свое положение на 2 пункта. В прошлом году республика впервые вошла в рейтинг Bloomberg, заняв 50 место. В 2018 году у Казахстана есть хороший шанс подняться выше 48-го места. Убедительными аргументами для экспертов Bloomberg могут стать усилия страны по ускоренному технологическому обновлению экономики, а именно созданию новых перспективных отраслей на базе цифровых технологий. Этот вектор развития президент Нурсултан Назарбаев недавно обозначил в своем новом послании. Третья – модернизация Казахстана, глобальная конкурентоспособность. И вместо резюме. Рейтинги не просто обезличенные таблицы и графики. Это важный инструмент межстрановой конкуренции за инвестиции и лучшие умы. А что сегодня может быть более ценным? На этом у меня все. С вами был Александр Галиев. До встречи в программе «Рынок без границ». Как найти свое место под солнцем экспортного рынка? Уверен, готового рецепта нет. В каждом случае будет свой локальный опыт. Но одно известно точно – успех сопутствует тем, кто в нужное время, в нужном месте делает уникальное торговое предложение. Тему бизнеса «Весны и обновления в одном букете» обнаружила Маргарита Чудакова. Хотя на календаре уже весна, за окнами этой теплицы еще царствует зима. Таковы климатические особенности Павлодарской области. Но у меня в руках уже лето, символом которого являются эти прекрасные розы. Кстати, они называются Red Naomi – красная красавица. Вот уже более 10 лет этот сорт удерживает пальму первенства среди красных роз, зашедших на селекционной почве Голландии. Эту розу часто сравнивают с одной из самых совершенных топ-моделей мира – Red Naomi, так же великолепна, как американская супермодель Наоми Кэмпбелл. У нее идеально насыщенный цвет, нежная бархатистая поверхность лепестков и тонкий чувственный аромат. И это единственный промышленный сорт красной розы, который источает запах. Но самое главное достоинство Red Naomi – ее бутон. В нем можно насчитать до 80 лепестков.
Когда они начинают раскрываться, то они реально раскрываются. Если вы посмотрите на них сейчас, когда они находятся в теплице, то бутоны выглядят небольшими. Но стоит розы срезать, как бутоны увеличиваются. Так что этот сорт роз на сегодня мировой бестселлер. Марти Питерсон приехал из Голландии. На родине у него есть собственное производство по выращиванию роз. Он принимал участие в становлении крупной промышленной теплицы в Армении, а потом Марти получил приглашение из далекого Казахстана. Всегда нужен опыт по выращиванию роз в другом климате. Ты должен почувствовать этот климат, понять, как с ним работать, подготовить все технические составляющие, чтобы создать оптимальный микроклимат. И я приехал. Казахстан – это молодое государство, оно развивается. Мне было интересно. У нас теплица полностью это 5 гектар. А молодому предпринимателю Айтмагамбету Сарсенбекулы из города Экибастуз Павлодарской области в свою очередь было интересно освоить опыт голландских цветоводов, которые считаются лучшими специалистами в мире. К своему проекту он подошел основательно, изучал все тонкости дела в Голландии, параллельно анализировал перспективы рынка для своей будущей продукции. В результате получился убедительный бизнес-план, под который он получил кредит. В реализацию проекта вложено 3 миллиарда 200 миллионов тенге. Тепличный комплекс Greenhouse KZ построен голландской компанией Вандерхувен, и в плане технологических изысков использованы ее наработки. Ну, плюс туманообразование есть, досветка у нас очень сильная, очень мощная, очень полезная для цветов. Есть система зашторивания, которая при темном времени суток удерживает тепло в теплице. Ну и могу сказать про стекло, которое имеет пропускающую мощность 86%. Это лучшее рассеивающее стекло. Общая территория теплицы 5 гектаров. Площадь посадки цветов 4,6 гектаров. 100 квадратных метров занимают тестовые сорта, то есть которые проходят проверку на приживаемость и продуктивность в условиях этого региона. Если же будет хороший результат, хорошая продуктивность, то мы будем решать этот вопрос по уже пересадке по цветным розам. Там сорта есть. Белый сорт – это White Naomi, Avalanche. Потом розовые сорта Wish есть, Анна Каренина. Роза – цветок, который требует к себе особого внимания на всех этапах производства. Например, когда появляются бутоны, важно не упустить момент срезки. Когда бутон выглядит таким образом, роза будет срезана сегодня после обеда. Те, которые чуть поменьше, будут срезаны завтра утром. Вот этот цветок будет срезан однозначно завтра, этот тоже. А вот этот еще должен раскрыться, поэтому будет срезан завтра после обеда. После срезки розы отправят в холодильник. Там они при температуре +3 будут находиться сутки. После этого начинается самый ответственный момент, поскольку одним неосторожным движением можно испортить не только красоту цветка, но и труд многих людей. Розы очень хрупкие. Стараемся не ломать. Ну и, конечно, совмещать все быстро, все делать. У нас, потому что день режется 25, 28, 30 тысяч розы. Надо за день это рассортировать, все упаковать и отправить на продажу. Тепличный комплекс в Экибастузе работает чуть больше года, а эти розы уже обрели популярность не только в Павлодарской области. Примерно 40% продукции отправляется в города Казахстана – Астану, Алматы, Караганду, Усть-Каменогорск. Большая часть цветов, около 60%, предназначена для российского рынка. Розы из Экибастуза пользуются спросом в Сибири, Центральной России и в Москве. Павлодар и ближайшие регионы мы отправляем как в коробках, в сухом виде. А в Москву и в дальние регионы мы отправляем в баках, в контейнерах уже с водой, чтобы была постоянная подпитка цветов, а то цветы уже не выдержат такое дальнее расстояние.
Чтобы полностью загрузить одну фуру, например, в Москву, куда отправляются самые крупные партии, нужно упаковать от 30 до 40 тысяч цветов. Иногда в российскую столицу уходит по несколько фур в неделю. Географически эта теплица самая ближняя к Западной Сибири точка, в которой промышленным способом выращиваются розы. Поэтому у нее есть преимущество перед другими тепличными производствами Казахстана и России. Именно этот аргумент, связанный с логистикой и влияющий на себестоимость экспортной продукции, готовы применить цветоводы Экибастуза. Маргарита Чудакова, Сергей Зинченко, Павлодарская область, специально для программы «Рынок без границ». На сегодня это все. С вами был Павел Коктышев. Напоминаю, все выпуски нашей программы вы можете смотреть на сайте kazahtv.kz. До встречи в программе «Рынок без границ».